Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Саркеле. Сегодня поговорим о дронах, упавших в Республике Молдова. Также поговорим о предстоящих выборах, которые должны, как было объявлено, состояться в Гагаузии в марте месяце, и политической ситуации в самой Гагаузской автономии, состояние сеть Кишора в самой Гагаузской автономии в преддверии этих выборов. Также поговорим о том, как прошел День памяти жертв Голодомора в Украине и в Республике Молдова. Мероприятие состоялось в Авдарме, там, где есть мемориал, в том числе и жертвам Голодомора 46-47 года, и есть местный музей села Авдарма. Об этом и других темах поговорим в первой части передачи с Сергеем Черневым, главой офиса Государственной канцелярии в Камрате, Уазом Антой, бывшим депутатом парламента Республики Молдова, и Иваном Капсамун, журналистом, гагаузом из Украины, человеком, который побывал на фронте и в том числе был на мероприятии в Авдарме. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части поговорим о происходящем в Гагаузской автономии. Это, наверное, самая такая животрепещущая тема. Страсти еще не улеглись. Если в Республике Молдова, в центре, имеется в виду на уровне национальных властей все более-менее понятно, идет процесс европейской интеграции, переговоры, встречи в Брюсселе, встречи с лидерами Европейского Союза, какая-то повседневная повестка, то в Гагаузии непонятно, будут выборы скоро, не будут выборы скоро. И что будет делать правительство для того, чтобы искоренить сетку Шора из Гагаузии, откуда, в принципе, она распространилась дальше на национальный уровень. Об этом я предлагаю поговорить с нашим частым гостем Сергеем Черневым, главой офиса Государственной канцелярии в Камрате. Господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Господин Чернев, вот последний раз мы с вами встречались, по-моему, несколько недель назад, тоже в этой студии. Но вот с тех пор произошла вот такая вот интересная штука. Мне кажется, я переживаю такой сентимент дежавю. Мы это уже видели, да? Мы с вами в прошлый раз говорили о визите Александра Мустяца, главы СИБа, в Гагаузию. Он встретился с Константиновым. Там все увидели в этом какой-то положительный знак. Константинов сразу заговорил про диалог и так далее и тому подобное. Потом заявил, что подает в отставку. Что мы наблюдаем сейчас? Мы сейчас наблюдаем следующую картину. Вышел Михаил Влах и уже запугивает Кишинев тем, что якобы не будет никакой европейской интеграции, потому что Гагаузия не хочет, а якобы Европейский Союз сказал, что без Гагаузии Молдова в Европейский Союз не пойдет, поэтому никакого Европейского Союза Молдове не видать. То же самое мы видели в августе 2022 года. Помните, да? Константинов сидел у себя в кабинете, Михаил Влах организовывал протесты, да? И Константинов вроде как бы ни при чем. Что вообще происходит? Каковы планы? Что будет дальше? И как вообще визит главы СИБа воздействовал или никак не воздействовал? Ну, визит главы СИБа воздействовал. Константинов сделал выводы и ушел в тень. Ага. Вот так, Константинов... Ну, если не управляет или не управляет? Константинов... Дайте я объясню все. Да, давайте. Константинов ушел в тень. Константинов опять катается на служебном автомобиле. Видимость того, что он прислушался к центральным властям, это в совокупности он пытается усыпить бдительность центральных властей. Константинов сейчас в Народном собрании, он мошенник высшей степени, как я говорил не раз. Он пытается назначить Орманжа исполняющим обязанности. Почему? Потому что он на него имеет полное влияние. И я не удивлюсь, если Константинов 27-й еще заявит, что не смогут выбрать председателя Народного собрания, и Константинов останется рулить дальше. Ну типа, ребята, извините. Да, ребята, извините. Вы очень правильно подметили, когда он, то, что в 22 году, он специально накручивал этого Михаила Влах, чтобы перед Кишиневым показать свою значимость. И говорил, сейчас я его усыплю. Ему образно звонили, что там у вас творится в Гагаузии. Константинов здесь смеялся и говорил, как видите, позвонили. Вот я вам говорил, полчаса позвонят. Вот полчаса и позвонили. Типа хвастался перед местными. Хвастался перед этими людьми, которыми там стоят. И звонил Мишка, отбой, все, иди сюда.
Вот и все то, что получалось. Или, Мишка, а ну-ка скажи там что-нибудь, чтобы эти вообще... Ну, образно говорю, вот это то, что было. И тут то же самая комбинация, которую делает Константинов. Самое важное для Константинова и для Шора сегодня, здесь сегодня, вот то, что у нас, это назначить выборы в Народное собрание. Их не настолько уже интересуют выборы Башкана, сколько интересуют выборы в Народное собрание. А почему, в чем разница? Народное собрание, взяв законодательный орган, они опять будут твердить отсюда, диктовать Кишиневу свои условия. Вот именно отсюда, с Гагаузии. Вот это Каким образом, объясните? Законодательный орган, а как он до сих пор диктовал? Мы ставим он туда, вот это, мы не соглашаемся с решением судов, мы блокируем дороги, то, что у нас делалось не раз, начиналось при Ирине Влах, и Константинов взял за это за основу. Будут делать разные заявления от имени гагаузского народа на информационном плане. Они возьмут вот это, и дело потом назначение, я даже уже считаю, Башкана, или опять покупка кресла Башкана, это будет просто чисто уже технически зависеть, это уже Кишинев никак не сможет повлиять на этот процесс. Хорошо, из этого можем ли мы сказать, что, скорее всего, 27 числа, когда они соберутся на очередное заседание, скорее всего, они назначат только выборы Народного собрания и назначат выборы у них задача поставлена назначить дату выборов Народного собрания. Ты подожди, это уже начинается совершенно другая игра, допустим. Они назначают выборы Народное собрание, допустим, они их проводят. Все мы прекрасно понимаем, что опять у Москвы, давайте не говорить Шор, понятно, работает на Москву. У Москвы будет большинство в Народном собрании, и дальше они могут не назначать выборы Народного собрания, играть в эту игру, мы не признаем решение суда, для нас Башкан Евгения Гуцул, так? Можете такое быть. Вы очень правильно подметили, что им играть в свою игру. Им вот это Народное собрание, она практически уже нелегитимная. Нынешняя, да. Да, нынешняя. Она почему? Потому что она свой срок перебрала. Они не могут принимать никакие законы. И если вдруг даже они начнут какие-то заявления делать, ребята, вы уже ушедшие, мы ждем новый состав Народного собрания. Просроченная, да? Да, сегодня просроченная. Сегодня очень важно назначить дату. Если будет дата Народного собрания, даже не важно то, что нету сегодня ЦК, для них нужна дата. Они загонят Кишинев в рамки, до которого они обязаны будут провести выборы. И получится, хотим, не хотим, все будет исходить до вот этой даты. То есть они даже не боятся того, что выборы будет проводить Кишиневский ЦК? Даже исключено. Почему? Вы посмотрите, последние выборы, им сегодня все равно, кто будет проводить выборы, им главное сегодня назначить дату выборов. То есть я понимаю, игра в чем? Они назначают дату, говорят, окей, вы опротестовали наше решение о распуске ЦИКа, тогда проводите сами. Давайте нам любой ЦИК. Да, проводите сами. Давайте нам любой ЦИК. И вот я вам выписал выборы, последние выборы, вот получается парламентские выборы, самые свежие выборы 28 сентября были, патриотические блоки и блок альтернатива вместе взяли 93%, 77%. Вот и все. И это уже результат выборов в дальнейшем уже известен. Все, для них известно. Они, даже если получится... Вот, то есть они выиграют выборы в каждом округе избирательного народного собрания? Если Шор сейчас имел 18 депутатов, сейчас он будет иметь 35. Вот я говорю, сегодня Шор будет иметь 35 депутатов. Это уже будут те же депутаты, но они уже будут с Шором, вы хотите сказать, да? Могут быть те же. Возможно, которые показали лояльность Шору, которых Шор верит. Почему? Потому что эти депутаты некоторые слишком дорого для Шора обходились. В Народном собрании? Да, в Народном собрании. Он может на их местах поставить другие. Даже если депутатов, которые он, мы считаем шоровских, он пустит на каждом участке по 3, 4, по 5 депутатов, которые... Кандидатов, которые будут в оконцовке выиграть все равно его человек. Все. Там другого выхода не будет. И тот, которого он посчитает нужным. Да, и тот, который, даже если образно, вот будет ставка, 1, 2, 3, 4, как у космонавтов запасной. 1 выбил, 2 выбыл, 3 выбыл. Даже, возможно, 1 не выиграет, а выиграет вот этот 4, на которого даже никто и думать не будет. Но это будет, опять же, его человек. Понятно. Хорошо, а вот смотрю, вот эта вот старая гвардия, которая Комитет спасения Гагаузии появилась. Фармузал, Дудогла... Это самое. Какая игра у них? Знаете, они просто пытаются заявить о себе или у них какая-то роль есть? Нет, это тоже еще одно течение Шора. Я говорю, это еще одно течение Шора. Фурмузал там бегает, вот эта старая гвардия бегает. Они в один момент бегали около Шоров, чтобы сделали ставку на них. На них ставку не сделали, но их поддерживают, сейчас негласно поддерживают подпольно. Вот так вот. И получается, что старая гвардия, что новая гвардия, что некоторые депутаты Народного собрания, которые кричат, нам нужны срочно выборы, они играют в игру Шора. Они играют в игру Шора, которому очень важно назначить дату выборов. И дата выборов, возможно, 27-го будет назначена.
И дальше Кишинев уже станет перед фактом, что нужно проводить. Дальше Кишинев станет перед фактом, то, что выборы назначены, и надо будет их проводить. Хорошо, в этой ситуации какой выход есть? Какой выход есть у, не знаю, там, у гагаузского сообщества? Какой выход есть у Кишинева? Ну, давайте вот сначала о гагаузском сообществе. Я сегодня говорил с Уазом Антоем, господин Антой сказал, что я не вижу ресурсов в Гагаузии очиститься от Шора. То есть, как бы там он признал, что Кишинев что-то должен делать. Ну, опять же, они говорят про диалог. 1, 2, 3, 10. Я не знаю, насколько это вообще эффективно будет и сколько это нужно времени, чтобы этот диалог вообще состоялся. Но если говорить о ресурсах в Гагаузии, с одной стороны, как бы люди не очень доверяют вот тем, кто сейчас у власти представляет Шора. А с другой стороны, доверие вот этому комитету так называемому спасения Гагаузии, где на всех вместе они набрали 9 тысяч голосов на последних выборах, там тоже доверия нет. Но в любом случае за них будут голосовать? За кого? За комитет спасения? Да. Нет. Это будут совершенно новые люди. Послушайте, комитет спасения – это течение Шора. Одно из течений Шора. Я еще раз говорю, для Шора самое важное сейчас назначить дату выборов, к чему он стремится и что он пытается сделать. И пока у него получается, пока вот знаете, как, в чем проблема наших властей. Наши власти пытаются с ними договориться. Они считают, как наши власти сегодня порядочные. Вот этот идут как бы... пытаются победить коррупцию, пытаются договариваться, пытаются быть к людям лицом. Подождите, они что, думают, что эти уже все, избавились от Шора или что? Послушай, никто от Шора не избавился. Шор своих людей сейчас вытащил в спящее положение. Они понимают, что сегодня Шор просто увел, чтобы от вот этой ответственности, от уголовной ответственности, которой начала полиция работать, он их просто спрятал сейчас. Для них нужна дата выборов. Потом пойдет предвыборная гонка. Они своих людей уже, когда предвыборная гонка, по закону их не могут трогать. На 2 месяца они их опять утащили из-под удара. После этого будут депутатами Народного собрания, которых опять они уйдут из-под удара. Вот то, что делает сегодня Шор. Для Шора сегодня, чем ближе дата выборов, тем лучше для него сегодня дата выборов. Хорошо, мы говорим Шор. Это по-прежнему Шор от имени Кремля контролирует ситуацию в Гагаузии или уже назначили другого человека? Я думаю, здесь пока работает Шор. Пока? Пока работает Шор. Ну, я думаю, у Шора кураторы поменялись. Поменялись? Да. Они поменяли тактику? Да, они поменяли тактику. Если раньше кричали «Шор, Илан Миронович, вот он как бы сделали из него какого-то идола», то сейчас они поняли, что Шор токсичный, Шор вор, который не воспринимается ни среди населения, ни среди людей, как бы без денег, ни среди Гагаузии без денег не воспринимается. И поменяли тактику, что выходит другой игрок на поле, как бы, на поле игры. Выборы в Башкана Гагаузии могут не проводить сколько лет? Еще очень долго, я правильно понимаю? Михаил, им, если они проведут народное собрание, они могут Башкана просто назначить, сделают видимость выборов, сделает опять свой ЦИК, сделает видимость выборов, опять проплатят людям, чтобы вышел электорат, как бы, чтобы вышло большинство, и все, и на этом у них и закончатся как бы эти выборы. И мы сегодня говорим, вот когда господин Леич, я смотрел его выступление, когда я называю цифры, которые озвучила полиция, 38-40 тысяч у нас сегодня находится на зарплате от ПСБ банка. В Гагаузии? Да, в Гагаузии. И сегодня 38-40 тысяч, это получается у нас, это 2 трети нашего электората. Если мы выходим 60 тысяч, вот, пожалуйста, у нас получается 2 трети. 59 тысяч было на последних выборах. Да, 59, вот получается 2 трети они контролируют. Они проведут любого сегодня, кто им нужен. Хорошо, такой вопрос. Очень большая надежда на примаров у Кишинева. Что примары якобы хотят с Кишиневым, они рациональные, они там понимают, что деньги идут от Европейского Союза и так далее. Что здесь, как здесь обстоят дела? Вот я не хочу обижать наших примаров, но вот я делал анализ, у нас только, по-моему, 4 примара прошли как независимые. По-моему, вот так вот, если я не ошибаюсь, даже если не 3. Как независимые прошли наши примары. Все проходили при поддержке Возрождения, ПСРМ, партии Шор. И даже вот эти независимые, которые пытались... Вот это не они были запасными? Да, нет. Они, вот послушайте, некоторые независимые, Шор понял всю проблему своей, как бы свою проблему. Он как только обозначал этого человека, то правоохранительные органы начинали им заниматься. И он в оконцовке, подпоследок, он понял
где его ошибки. И он начал вытаскивать независимых примаров при поддержке Шора. Этим он как бы в открытую он их не поддерживал, но своему электорату, который проплаченный электорат, который стоял на зарплате, он просто говорил, направлял утром сегодня голоса в эту сторону. Все. У него настолько отлажена сетка Шора, что даже посмотрите, вот опять же говорю, выборы, президентские выборы. Фортуну у нас никто не знал эту женщину, она ни разу не была в Гагаузии, но она выиграла Вулканический район. Хорошо, так каков рецепт избавления от этого всего? Рецепт может стоять чуток резкий, может вот это, но пока не сделает Кишинев временное управление в Гагаузии, у Кишинева шансов в Гагаузии не будет. Не будет. И вот этот Кишинев, как бы гагаузский, как бы не гагаузского народа, а вот именно политиков Гагауза, синдром вот этих политиков с низкой ответственностью будет все время идти по накатанной, он будет увеличиваться в надежде, что они попытаются дестабилизировать все-таки ситуацию в стране. И когда господин там Леич, есть у нас господин Формузал, когда называет кого-то политическими там нехорошими словами, я бы сказал, как, чтобы они чуть-чуть вернулись в прошлое и посмотрели на себя. Формузал в 2014 году, что он сделал Формузал в 2014 году? Кто послал первых людей учиться, обучаться в Ростове вот этому перевороту? Формузал. Тренировочный лагерь. Да, тренировочный лагерь послал Формузал. Кто сделал вот этот бардак у нас в системе, вот этой избирательной системе? Господин Лейчу. И когда он говорит, что откуда я взял 38-40 тысяч, так это есть официальная статистика, а на сайте была МВД, где обозначили, где сколько этих людей. А как он это сделал, этот бардак в избирательной системе? Он сделал бардак в избирательной системе, когда отменил ЦИК. Был законный ЦИК. И когда... То есть вы хотите сказать, что это его идея? Да, это его идея, это именно его идея. После этого он поменял избирательный кодекс, опять его идея. Весь вот этот бардак, который идет в избирательной системе, сделал у нас господин Георгий Георгиевич Леичу, генерал юстиции, который был 10 лет прокурором у нас в Гагаузии. А ему зачем это нужно было? Он тупо выполнял то, что ему говорил Константинов. Ага. Он тупо выполнял. И когда они говорят, он искал юридическое обоснование. Да, он искал юридические обоснования. Ну, скажу, вот какие обоснования нашел. Юрист он слабенький. Даже могу сказать никакой. И когда вы говорите Титину пройти психиатрическую экспертизу, я посоветовал вам первому ее пройти. Почему? Потому что если вы с Тютиным сядете на дебаты, Тютин вас даже порвет по закону, несмотря на то, что вы ходите в генеральских лампасах. Тютин... Ну вы сейчас защищаете своего земляка? Нет, Тютина. я не защищаю своего земляка, я просто констатирую факты. Просто юридически Тютин Роман Владимирович более подкованный, чем Георгий Георгиевич Лейчу. Намного, на голову выше. Так хорошо, на примаров надежды нет. Я вам сказал, примары только 3 или 4 примара, которые пошли независимые, которые сами выиграли. И то, ну, я думаю, это упущение Шора было. Вот так почему сразу было много примаров. И вот тут получается, что у Шора проблема. Шор связался с самыми большими мошенниками у нас в Гагаузии. Больше, чем он сам. Да, больше, чем он сам. Я сказал, ты еще удивишься, какие у нас... А вы что, с ним общались? Нет, я по телевидению передавал привет, вот так вот. Говорю, ты еще удивишься, на каких аферистов ты напал. И что, такие... Михаил, мои речи оправдали себя. Ну хорошо, объясните, как получается так, что вот мы смотрим на вот это вот политическое поле. Вы тоже часть этого политического поля, вы тоже давно в политике, были в Народном собрании и так далее и тому подобное. Но вот эти люди вообще никак не меняются. У власти. Константинов сколько лет уже? С какого? С 2000, не знаю. Да. Формузал тоже там же претендует. Дудогла тоже самое. И ты не видишь свежих новых лиц. Вообще, как бы, эта система способна обновить политическую кровь или нет? Пока, знаете, как вот у нас пока будут голосовать деньгами, кошельками, она так и будет. А раньше, а когда начали голосовать деньгами? Давайте вот. Деньгами. Просто все думают в Кишиневе, что это началось с Шора. Нет. Но это же началось намного раньше. Нет. Это уже начиналось при Формузале. Потом подхватила это Ирина Влах, социалисты уже вот это внедрили полностью. Шор просто увидел и усовершенствовал их дела. Просто завалил большим количеством. Да, завалил большим количеством. И даже вот у нас, знаете, как вот было я, когда пошла вот эта башканская гонка. Башканская в каком году? В 23-м? Да, последний. Я смотрел вот у нас в Вулканистах. Говорю просто вот так. 2 партии. Шора партия ПСРМ. Агитатор. Я думал, что наши агитаторы верные, они вот голосуют вот именно за идею. Вот пришел Шор, агитаторам платили 3000. Ваши, вы имеете в виду ваши лично или вообще по городу? Нет, по городу. 3000 лей платили социалисты агитаторам, Шор пришел, дал 5. Эти агитаторы перекинулись сюда.
Социалисты сделали 5, Шор сразу сделал 10, социалисты сделали 10, Шор сделал 15. Все, эти дальше не потянули. И агитаторы вот эти, которые сегодня кричали, мы за ПСРМ, начали кричать, Женечка, наш башка. Все. Хотя эту Женечку не видели никогда в жизни. А с избирателями не было то же самое? Эти избиратели просто перекупали друг друга? Или там все четко отлажено? Там, послушайте, сетка Шора работала очень четко. Если этот агитатор основной получал 15 тысяч лей, у него задача была принести 10 человек. Это значит, у него... И держать их в... Да, и держать их в кулаке. Неважно, он дадит им по 1000 лей, по 500 лей вот этим. Я как бы в эти не хочу входить в эти подробности. Но он знал, что вот этот, у этого, я плачу ему 15 тысяч лей, но у меня есть 10 человек, которые он держит их, все. И они дрались за каждого сегодня вот избирателя. Я говорю, вот у меня семья была 5 человек избирателей, 2 голосовали у одного агитатора, 5 было у другого агитатора. Вот настолько она была отработана. Знакомая семья в городе, вы имеете в виду? Да, знакомая семья, наша в городе семья. Конечно, она имеет 5 сегодня избирателей, как бы 5 голосов эта семья имеет. Двое попали к одному агитатору, 2 попали к другому агитатору. И когда пришло, я не помню, какие голосования, там Фортуна или кто-то, вот так, вы, говорит, 2 голосуете сюда, 3 голосуют сюда. Они в семье говорят, слышь, говорят, мы же все вместе, как бы вот это, вам как сказали, так и голосуете. Все. Вот настолько отработана система. И выборы вот сейчас именно на данном этапе, вот выборы, вот сегодня, даже если как они хотят их в марте назначить, это подарок Гагаузии Шору. Угу. Это подарок. Пускай никто не питает иллюзий, что кто-то выиграет выборы, выиграет 35 депутатов. А кто питает иллюзии? Ну, центральные власти. Кто-то здесь пытает иллюзии, что мы сегодня выиграем. Вот эти депутаты, которые кричат, что надо выборы, они думают, что выиграет выборы. Никто выборы не выиграет. Выиграет выборы Шор и выиграет с отрывом очень большим. Для него очень важен сейчас законодательный орган. Все. Им башканский сейчас не нужно. Им нужно народное собрание. Чтобы народное собрание и дальше... Да, Народное собрание дальше начнет делать заявления. Народное собрание будет назначать выборы Башкана, будет назначать ЦИК, будет назначать по-новому ГРТ. Если вы видите, уже в ГРТ директор ушел, все убегают. Вот так с ГРТ. Вот им нужно вот это. Они понимают, что надо делать переформатацию, вот как вы говорите, свежую кровь влить, вот это влить. Сегодня эти депутаты уже себя дискредитировали, это Народное собрание дискредитировало себя. Нужны новые люди, которые опять будут продвигать старые идеи. Ну хорошо, если говорить об этом же внешнем управлении, или как оно называется, прямое... Временно. Давайте не будем пугать. Так оно же может быть бесконечным. Не может оно быть бесконечным. Потому что, хорошо, какая задача, какая цель? Очистить сетку послушайте, ту картину, которую вы рисуете, это же прорва, это бездна. Там же не только Константинов. Я говорю реалии. Я с вами не спорю. Да. Я с вами полностью согласен с этим, да. Просто масштаб проблемы настолько серьезный, что это же не только Константинов, да. Это вот и те, кто представляет себя в качестве альтернативы, то же самое. Они все сегодня в унисон кричат: да нет никакого Шора в Гагаузии, что вы говорите, вам вообще приснилось. Как нам приснилось, а мы что тут наблюдали последние 2,5 года? Да, понятное дело, да. Но это же невозможно очистить ни за год, ни за 2, ни за 3. Какая задача должна быть у этого временного управления? И насколько оно будет временным? На год, на 2, на 3, на 4? Знаете как, это будет зависеть от времени. Вот задача номер один это очистить от сетки Шора. Ну таких их десятки тысяч человек. Ну послушайте, этот человек должен работать совместно с правоохранительными органами, пока не очистится вот эта сетка, на выборы идти нельзя. Там же куча пенсионеров в этой сетке. Еще раз говорю, пока не очистится от сетки Шора, никуда идти уже, на выборы идти нельзя. А концовка задачи, вот это, обеспечить честные демократические выборы. Нет, ну хорошо, просто я извините, да, я просто пытаюсь рассуждать. В тюрьму ты их не закроешь, понятное дело, нет. На выборы идти не запретишь, понятное дело, нет. Как бы на основании чего. Они все равно будут голосовать, я с вами абсолютно согласен. Им даже сегодня не заплати, они все равно проголосуют за по инерции. По инерции. Тут, послушайте, вы очень правильно вот это заметили, тут надо менять менталитет людей. Пока... Это нельзя сделать временным. Нет, послушайте, это можно сделать, чтобы люди наконец-то поняли. Вот сегодня, вот знаете, как есть власти, которые дают, у нас 1 600 000 000 бюджет. Да. Никто не знает, как он расходуется, куда идут эти деньги. Кстати, это большой вопрос. Да. И люди должны поверить во власть. Поверить во власть, чтобы увидели, что эта власть сегодня стоит на стороне людей. Ну, это, кстати, очень интересный вопрос. У нас 1 600 000 000 бюджет. Никто в Гагаузии, за исключением нескольких человек, не поднимает вопрос. А куда уходят наши деньги? Все ждут деньги Шора, деньги Кремля от ПСБ.
А вот здесь вот 1 600 000 000, из которых 400 миллионов, 500 миллионов собственные доходы, которые можно... И никто не задает вопрос. Михаил, тут надо, вот я говорю, это первым делом надо, вот первым делом, вот говорю, очистка от сетки Шора, второе дело аудит. Аудит, что мы поняли, вот у нас 1 600 000 000, я почему сказал вот это, куда эти деньги уходят? Вот государство нам эти деньги дает, кто их ворует? Вот эти все должны быть наказаны, вот это, чтобы люди увидели. Что... А их воруют? Нет, у нас просто берут. Просто берут. Вот так вот. 1 600 000 000, когда люди вот это увидят. Есть у нас много, вот я говорю, программ, которые работали. Даже вот эти программы, что помощи вот в зимний период, они оттуда снимают деньги, неизвестно, куда они идут деньги. У нас убили бизнес. Понимаете, если вот этот человек сумеет вот это все наладить и обеспечить демократичные выборы, вот только тогда Гагаузия заживет. А кто может быть этот человек? Михаил, не смотрите на меня. Кто будет, я стану. Это пускай решает Кишинев, посмотрит по волевым качествам. Но я вам скажу, сейчас такого человека у нас в Гагаузии найти будет очень... А что он обязательно должен быть в Гагаузии? Нет, он должен быть с Гагаузии, отсюда с гагаузом, который понимает этот регион, который знает этот регион, которого знают люди. Но этот человек не должен бояться на себя взять ответственность, сколотить команду. Не надо большую команду. И этот исполком должен быть 10-15 человек, не больше. Я говорю, ну человек, люди должны быть специалисты, которые будут определенно он знать вот это сельским хозяйством, должен заниматься сельхозник. Привлечением инвестиций должен быть человек, который работает с грантами. И все должны вот так впрячься и работать, и не бояться взять на себя ответственность. Окей. Посмотрим, что будет. Господин Черный, благодарю вас за то, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо и вам, что приглашаете. Друзья, в этой части поговорим с Уазу Нантоем о том, как обстоят дела в Гагаузии в преддверии этих самых выборов в Народное собрание, которые, судя по всему, состоятся в марте месяце, о том, что должен делать Кишинев для того, чтобы очистить Гагаузию от сетки Шора, нужно ли для этого пересматривать законодательство, закон об особом правовом статусе. Также коснемся вопросов падения российских дронов на территории Республики Молдова. Господин Антой, вот эти вот поползновения в Гагаузии, которые мы наблюдаем, есть несколько таких событий, которые хотел бы с вами обсудить. Одно – это отрицание Шора, другое – тут какой-то комитет спасения Гагаузии образовался. И третье, с чего бы хотел начать сегодняшний разговор, это вот эта вот попытка то ли угрожать Кишиневу, то ли я вообще не понимаю, что это было от Михаила Влаха намек на то, что вот смотрите, Молдова это аист, 2 крыла Приднестровья, Гагаузия. Гагаузия не хочет в Европейский Союз, значит, Молдова вряд ли попадет в Европейский Союз. С другой стороны, не прошло и всего лишь 2 месяцев с момента выборов, где с треском проиграл Кремль, с треском проиграл Шор. Гагаузия пыталась быть как бы главным инструментом Кремля в этом процессе подрыва нашей демократии, наших выборов. Такое ощущение, что не извлекли уроки. Как вообще это все интерпретировать? А если учитывать, что за Михаилом Влахом стоит Константинов и Илья Узун, то как бы вообще открывается интересная картина. Несчастен тот народ, для которого значит мнение таких личностей, как Михаил Влах. Это, так сказать, эмоциональная оговорка. Ну, да. Во-вторых, у аиста 2 крыла, но есть еще одно место, куда можно воткнуть перья. Поэтому Александр Мустяци, директор СИБа, побывал в Народном собрании, там изменилась как-то атмосфера, но я считаю, что пределы плюрализма, они обозначены в Конституции Республики Молдова. Конституция Республики Молдова – это унитарное государство, да? И волеизъявление народа то до перспективы европейской интеграции было выражено на референдуме и подтверждено выборами 28 сентября этого года. И при всей сложности внутренней ситуации в Республике Молдова это вовсе не означает, что какой-то район, уезд или даже псевдогагаузская автономия может иметь право вето на вступление Республики Молдова в Евросоюз. Поэтому есть пределы плюрализма, и при переступлении этих пределов должен быть применен закон. А каким образом он будет применен? И что должно быть применено, с вашей точки зрения? Я не собираюсь никого пугать и цитировать по памяти Уголовный кодекс.
но для меня самое очевидное, что автономное территориальное образование Гагаузии находится в глубоком системном кризисе, и я не вижу внутренних ресурсов этой автономии для движения к нормализации ситуации как внутри автономии, так и насчет определения места автономии в рамках единого унитарного молдавского государства. Давайте вот отсюда два таких вопроса. Первый вопрос. Нужно ли было в 2014 году применять закон, потому что тогда, по сути, как бы была такая же провокация, но никто не понес наказание. Почему не понес наказание? И если бы понес кто-то наказание, мы бы имели то, что мы имели в 2023 году и дальше? Дело в том, что я лично рассматриваю проект государственности Республики Молдова своего рода внутренней эволюции. Мгм. Если вспомнить, например, 22 июня, но не 1941 года, а 1992 года, то парламент Республики Молдова принял обращение к парламентам мира с заявлением о том, что Российская Федерация совершила акт вооруженной агрессии против Республики Молдова. Парламент Республики Молдова 22 июня 1992 года. Прошло меньше 10 лет, и Владимир Воронин подписывает договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией 19 ноября 2001 года, в котором зафиксировано антиконституционное положение о том, что Российская Федерация является гарантом, и который был ратифицирован парламентом той же Республики Молдова. Мгм. Потом не следует забывать, что у нас в президентах числился некто Игорь Додон, который 26 мая 2013 года приглашал меня и вручал лично брошюру на конференцию международную о федерализации Республики Молдова. Не будем забывать и постыдную фазу с захваченным государством, когда депутатов пачками скупали в парламенте, и кражу миллиарда, которая, насколько я понимаю, расследуется до сих пор, не говоря уже о драматических событиях 7 апреля 2009 года, когда молодежь Республики Молдова была унижена, избита и с попыткой запугать. Поэтому то, что происходит в Республике Молдова, мы видим, что, например, только последние годы наши государственные структуры начали реально бороться с незаконным финансированием подрывной антигосударственной деятельности под прикрытием политической деятельности. А 2 февраля 2014 года мы видели разнузданный сценарий кремлевский, где выплясывали и Ирина Влах, и Игорь Додон, и Иван Чабан, и многие другие, да, и никто не был наказан. Не говоря уже о том, то мы с вами, по-моему, обсуждали о том, что некоторые бывшие сотрудники исполкома, из Комрата были заподозрены в том, что они вербовали молодежь и отправляли в лагеря подготовки боевиков в Ростове-на-Дону, после чего удрали в Москву, после чего при непонятных обстоятельствах вернулись в Молдову и ошиваются в аппарате Народного собрания. И тогда формально было возбуждено какое-то уголовное дело, но оно умерло. Я, как бывший депутат, помню, обращался в Генеральную прокуратуру, и я получил невнятный, безответственный ответ, который говорит о том, что государственные структуры кушают из бюджета деньги, но далеко не всегда справляются со своими законными обязанностями. И это относится и к тому, что безнаказанность продолжает раскрутку вот этих антигосударственных деяний. Давайте вспомним, например, когда в Комрате был выставлен телевизионный экран, и некто Илон Шор представлял кандидатов на должности в исполкоме Гагаузской автономии, в том числе на должность директора регионального отделения службы безопасности. Да, в том числе. Поэтому я считаю, что мы находимся внутри такого сложного процесса. В этом смысле нам должен помочь процесс европейской интеграции не только потому, что мы будем автоматически штамповать законы согласно европейским стандартам, то, что называется «acquis communautaire», но от нас потребует и применение этих законов. И здесь остается только удивляться, когда в законе о Генеральной прокуратуре Республики Молдова, насколько я помню, есть формулировка, что она осуществляет деятельность на всей территории Республики Молдова. Поэтому следует обратить внимание на букву закона
и двигаться в том направлении, чтобы правовое государство стало реальностью на всей территории Республики Молдова, для начала хотя бы на правом берегу Днестра. Да, вот давайте такой нюанс. Просто хочу, как такой штрих, да. С одной стороны, да, мы видели визит господина Мустяца. После этого Константинов сразу заговорил о диалоге. Но потом, сейчас выходит Михаил Влах, явно, с моей точки зрения, опять же, это мое оценочное суждение, которого наускал тот же Константинов. С одной стороны, он про диалог, с другой стороны, Михаил Влах выходит и вот транслирует вот эту вот всю ерунду. То же самое мы видели в 22 году на тех самых протестах. Да? С одной стороны, Михаил Влах организовал протесты. Эти самые протесты были подготовкой, разогревом перед теми протестами, которые Шор организовал уже в Кишиневе, да, тоже с телевизора вещал. Да? Константинов сидел у себя в кабинете, и из кабинета наблюдал, как Михаил Влах тут кричит про «дайте нам Майю Санду, мы ее здесь разорвем» и так далее и тому подобное. То есть вот это вот опять игра, пытается играть или недоходчиво объясняет Кишинев как бы статьи Уголовного кодекса. Я просто... Можете комментировать. Если не хотите, можете не комментировать. Но хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Нет, я все-таки остаюсь на своем мнении. Да. Вот, например, последние годы мы сильно озабочены информационной войной со стороны Российской Федерации, гибридной войной. Да. И, конечно, руководство страны пытается как-то защитить граждан. Мы запретили телевизионные каналы, идут разговоры о том, чтобы контролировать онлайн-каналы. А я задаюсь вопросом, почему я, урожденный в Советском Союзе, который должен, по идее, иметь мозги, промытые советской пропагандой, я дошел до такой жизни, что стал профессиональным русофобом, стал персоной нон-грата в Российской Федерации, ненавижу режим Путина, фашистский авторитарный режим, и считаю, что будущее Молдовы в силу специфики появления этого государства может быть реализовано в составе Европейского Союза. Да. И здесь мы должны задаться вопросом, почему некоторые наши сограждане, которые живут в тех же населенных пунктах, иногда на тех же лестничных площадках, которые когда-то ходили в те же школы того же государства, работают в разных коллективах или в бизнесе, одни готовы за деньги продать маму родную и поджечь дом, в котором мы живем, то есть когда люди берут деньги от, условно говоря, от Шора. Шор просто интерфейс или, как говорят в народе, прокладка. Да? Это российские деньги, направленные на захват власти в Республике Молдова. А другие все-таки, невзирая на то, что им тоже не хватает денег, не берут эти деньги. Да? И мне кажется, что в Республике Молдова в целом и в гагаузской автономии, может быть, отдельно, люди должны задаться вопросом, а кто такой Михаил Влах, чтобы я должен его слушать? А чьи интересы отражает Михаил Влах, если я, как житель гагаузской автономии и гражданин Молдовы, хочу жить лучше, по-человечески? Должен ли я слушать Михаила Влаха и бежать за ним? Или я все-таки должен как-то критически отнестись к тому, что гуляет в интернете и произносят разные политики, в том числе и псевдополитики? Потому что если мы говорили о Константинове там, или о других, у них все-таки формально была какая-то мандат депутата Народного собрания. Кто такой Михаил Влах? Ну, в том-то и дело. Он никто, но он говорит то, чего не хочет или стесняется говорить Константинов. Я об этом. Нет, в данном случае я, извините, я вас перебиваю, я все-таки остаюсь на той позиции. Люди очень разные. Угу. Не говоря уже о тех, которые прибегают к услугам врачей определенной профессии, да, услышать можно очень разное, но на каждом из нас, гражданине этой страны, лежит ответственность за то, как мы воспринимаем и информацию, и дезинформацию, и как мы реагируем на это. Потому что когда вы сказали, что в гагаузской автономии идет попытка, так сказать, избавиться от наследия Шора, я считаю, что это фальшь. Ну, кстати, просто... я тоже не вижу. Да. Нам просто говорят, что Шора не было, Шора нету. Я возвращаюсь к своей наивной мысли, что в гагаузской автономии
должны появиться публичные обсуждения, в том числе и на ГРТ, извините, да, и где люди, которые не заинтересованы в личной власти, в должностях и так далее, должны задаться вопросом, а куда мы пришли? То есть гагаузская автономия. После Шора, после Гуцул, После референдума. Да. после референдума, туда ли мы шли? И, может быть, внимательно и посмотреть на опыт тех же европейских автономий, потому что нельзя. Я остаюсь на той же позиции, что закон 23 декабря 1994 года был принят на основе страха и взаимного недоверия. Чего только стоит пункт, что в случае утраты Республикой Молдова своего суверенитета Гагаузия получает право на внешнее самоопределение. Да. Это румынофобия чистой воды, а с фобиями надо обращаться к врачу, а не делать государственную политику. Не говоря уже о том, если вы посмотрите закон, пункт 8, по-моему, 2 статья, закон о том, как проводятся выборы в народное собрание. Я тут думаю, что даже господин Леич вынужден был признать, что 35 депутатов в составе Народного собрания — это абсолютно, скажем так, высосано из пальца. То есть этот закон, он представляет из себя анахронизм, и ответственность центральной власти заключается в том, что центральная власть не предприняла достаточных шагов для приведения нормативной базы гагаузской автономии в соответствии с элементарными, скажем так, понятиями о нормальности. Когда в законе о гагаузской автономии записано аж 3 государственных языка, мы видим стремительный процесс саморусификации, пренебрежение румынским официальным языком и прискорбно сознавать, но многие считают, что утраты гагаузского языка. Поэтому, да, процессы не так однозначны, мы видим и позитивные моменты, но тем не менее, если говорить о так называемой букве закона, то здесь действительно нужен диалог, но не с теми провокаторами и этими самыми демагогами, которые за деньги Шора выплясывают какие-то там с бубном какие-то танцы против желтой заразы, да, и любят Путина. Но в конечном итоге, если мы действительно хотим, чтобы гагаузская автономия перестала быть инструментом Кремля, и в то же время она выполнила свою фундаментальную роль, а именно самосохранение и развитие малого гагаузского народа в составе Республики Молдова, то, конечно, мы не можем прятаться за необходимость изменения нормативной базы. Не говоря уже о том, что даже господин Чимпаеш, насколько я помню, несколько лет назад пытался разработать какую-то альтернативную избирательную систему для выборов в Народное собрание, чтобы избежать этой абсурдной ситуации, когда будущие депутаты в Народном собрании, как рыбаки, которые прикармливают в озере карасей, да, прикармливают своих избирателей, потом, имея 150 голосов, гордо заявляют о том, что они избранники гагаузского народа. Ну, это нонсенс. И чем больше мы будем спокойно, с аргументами в руках обсуждать эти анормальности, тем больше аргументов появится для того, чтобы ситуацию начать приводить в рамки элементарного здравого смысла и норм правового государства. Да, только теперь вопрос, кто должен стимулировать. Я с вами абсолютно согласен в том плане, что нет внутренних ресурсов в Гагаузии изменить ситуацию к лучшему. Да? Может ли начать Кишинев стимулировать этот процесс каким-то образом? И должен ли? Тут возникает вопрос. Слово «должен», оно применительно ко всем властям, которые менялись в Республике Молдова, начиная с 90-х годов. Но мы видели, к сожалению, совершенно противоположную картину. И когда в 2001 году Воронин с аксакалами из автономии подписывал соглашение, что вы мне дадите голоса, а я вас обману тем, что приведу Республику Молдова в Союз Россия, Белоруссия, не говоря уже о том, это мантра про русский язык и федерализация и так далее. И союзное государство Россия, Беларусь, Казахстан там было. Вот еще такое. Да. Рассмотреть вопрос о вхождении Молдовы в союзное государство Россия, Беларусь, Казахстан.
И уже когда мы видели выборы 2016 года, когда 2 апреля 2016 года в Камрате был организован митинг Ирины Евлах, на котором фактически был дан старт избирательной кампании Игоря Додона, который, помахивая пальчиком, кричал, что нога румынского жандарма не ступит на молдавскую землю. Не говоря уже о знаменитой, но почему-то забытый в Камрате митинг 13 ноября 2020 года с маршем «Вставай, страна огромная», «Вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятой ордой». Фашистская сила темная — это были граждане Республики Молдова, которые поддерживали Майю Санду и не хотели голосовать за российского агента влияния Игоря Додона. Да. Поэтому ответственность лежит в первую очередь на центральной власти. Я все-таки I have a dream. Считаю, что должны появиться островки такого диалога, не обязательно с политиками для начала, гражданское общество. Но тем не менее, чтобы политики поняли, что нельзя замалчивать и игнорировать ситуацию, которая сложилась в гагаузской автономии. Я повторяю, это глубокий системный кризис. И, по моему разумению, в самой автономии нет сегодня внутренних ресурсов и механизма для нормализации обстановки. Да? И для того, чтобы этот системный кризис преодолеть, инициатива должна принадлежать центральным властям. Как? Это уже открытый вопрос, и, скорее всего, не ко мне. Угу. Должен ли этот вопрос быть решен, такой короткий вопрос, наверное, последний, до вступления Молдовы в Европейский Союз, которое, все мы надеемся, состоится к концу этого десятилетия? Или оставить его уже на после вступления? Я не вижу аргументов, почему не инициировать диалог, почему не начать обсуждение возможных вариантов изменения национального законодательства, и почему в конечном итоге через год, скажем так, или когда, так сказать, общественное мнение будет подготовлено и в автономии, и на национальном уровне, и внешние партнеры будут проинформированы, не изменить это законодательство. Я повторяю, если положить рядом статус той же Тирольской автономии и закон об особом юридическом статусе гагаузской автономии, это небо и земля. Согласен. Это вопиющий уровень, разница в уровнях восприятия проблем. И мы должны, в общем-то, понимать, что если мы говорим о первом копенгагском критерии, это стабильность институтов правового демократического государства, защита прав человека, защита и гарантия прав меньшинств, то и позиционирование гагаузской автономии законодательно обеспеченное, это тоже относится к первому копенгагскому критерию, который мы должны выполнить, если хотим вступить в Евросоюз. Стабильность институтов вы имеете в самой гагаузской автономии или... Нет, я имел в виду на национальном уровне и как следствие, и в гагаузской автономии тоже. Да. Я готов был говорить про дроны, в другой раз. Давайте продлим без проблем. Да нет, я просто хочу сказать, что меня обескураживает, удручает реакция нашего общества. Ах, пролетели дроны. А то, что 10 октября 2022 года 3 крылатых ракеты были запущены российскими вояками из акватории Черного моря и сознательно были направлены через воздушное пространство Молдовы для того, чтобы атаковать спину Украины, мы об этом забыли? Мы много видели демагогии на предмет того, что мы купили радары. Но радар ничего не сбивает, он в лучшем случае засекает. И здесь еще, ради бога, есть эффективная площадь расследования, формула Люнеберга. Это отдельная песня, в каких условиях радар и что может засечь. А чем сбивать? Да? Если мы хотим обеспечить свою безопасность. Поэтому, я помню, кажется, это было 14 октября 2020 года, нейтральная Швейцария отправила письмо о подключении к европейской инициативе создания общей ПВО. Я не помню уже деталей, но если мы действительно хотим обезопасить себя
мы должны реально думать, как это можно достичь. Ну, я Без вижу того, чтобы дискуссии сейчас, все пытаются определить, это был фейковый дрон, кто поставил этот дрон, а может он не прилетел, может его просто положили на крышу, вместо того, чтобы обсуждать, ну, реально вопросы безопасности. Я, честно говоря, не Не, ну мы понимаю. знаем, что дроны типа «Шахед», они бывают двух категорий. Это боевые дроны И, и и дроны, болванки, так да? сказать, ложные мишени, Да-да-да. где устанавливают ту же линзу люминера, которую я упомянул, 4π в третьей степени умножить на r в четвертой, делить на лямбда в квадрате, отражающая способность. Ладно. Но я повторяю, в нашем обществе сложилось какое-то совершенно инфантильное отношение к проблемам безопасности. Когда после того, как пролетели крылатые ракеты, кто-то начал говорить про то, что «ах, вот, есть системы Patriot». Но извините, одна система Patriot, командный пункт, радары, пусковые установки — это $1 миллиард и $3 миллиона стоит одной ракеты. И не будешь такой ракетой сбивать этот дрон, который стоит там $20 тысяч, да? Это совершенный нонсенс. Но для того, чтобы перейти от этого инфантилизма к реальному осознанию проблем национальной безопасности, нам опять же нужен диалог. И этот диалог, он должен привести к тому, что мы должны понять, что мы должны сделать, граждане Молдовы, чтобы обеспечить свою безопасность. Ну, один из вопросов это действительно, я с вами согласен, дискуссии, потому что мы вроде все как бы начинаем, окей, нейтралитет НАТО, НАТО, не НАТО, а что делать? Потому что на самом деле идет война уже 4 года, да, большая полномасштабная война. И каждый день запускаются дроны, и это еще чудо, что к нам не прилетело за эти 4 года так особо ничего, да. Что не прилетело с человеческими С жертвами и человеческими последствиями жертвами, войны. да. Да, Да, это я да. это имею в виду. И А как я к бы тому, и 4 года идет война, и мы как бы сидим, рассуждаем, а это вообще как бы муляж или это не муляж? знаете, я хотел бы, чтобы кто-то провел социологический опрос сколько-нибудь, да, и чтобы люди ответили на вопрос: я читал или не читал устав НАТО, который можно прочесть и на английском, и на русском, и на французском, и на румынском языке, да. Кто из нас читал устав НАТО? Потому что, конечно, мы высказываем свое мнение на социологических опросах, что НАТО нам не нужно, нейтралитет нас защитит, платить за нейтралитет, как в Швейцарии, мы не хотим. Но кто из нас читал устав НАТО? Поэтому, знаете, есть такое выражение, 1000 лет назад слышал, что вкус апельсинов надо обсуждать с теми, кто хотя бы раз их пробовал. Но у нас получается, ну это были те времена, когда цитрусовые были экзотикой. Ну да, 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 да. да. А у нас получается так, что мы высказываемся за, против, но имея не то что элементарные понятия, а имея какие-то в голове какие-то клише, внедренные российской пропагандой, в ситуации, когда у нас должен быть свой национальный интерес, своя система национальной безопасности и наша ответственность за ту ситуацию, в которой мы находимся. Ну, об этом, кстати, мы говорить не хотим. Общество думает, что вот вступление в Европейский Союз автоматически решает все проблемы, в том числе и с безопасностью. Хотя, на самом деле, с моей точки зрения, решает не все. Решают многие, но не все. Согласен. Спасибо большое, господин Антой, за то, что нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть еще. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Друзья, в этой части поговорим о мероприятии, которое прошло на прошлой неделе в селе Авдарма, посвященное Дню памяти жертв Голодомора в Украине, жертв Голодомора в Бессарабии. Об этом поговорим с Иваном Ковсомон, журналистом из Украины, человеком, который побывал на фронте и служил там некоторое время. Иван, вот на прошлой неделе в Авдарме прошло мероприятие, посвященное памяти жертв Голодомора. Причем двух голодоморов. Украинского Голодомора и Бессарабского Голодомора. Украинский, как мы знаем, 32-33, Бессарабский 46-47. Ну, прежде чем спросить, как прошло само мероприятие, давайте вот поговорим
В чем символичность вот этого совместного отмечания этой важной даты? В Украине давно это стало таким краеугольным камнем построения украинской нации. В Республике Молдова это пока еще не стало такой важной темой. У нас больше обсуждают депортации, меньше обсуждают голодомор. И не все готовы это называть голодомором. Более того, не все готовы обсуждать, скажем так, трагические последствия этого события. Давайте вот о том, что это было и как это вообще повлияло на нас, и как это было в Украине, как это было в Республике Молдова, если можно пару слов об этом. Ну, очень важно все-таки, что это мероприятие прошло, и символично, кстати, что оно прошло в Гагаузии. Ну, как известно, юг Молдовы, в особенности Гагаузия, очень сильно пострадали. И то, что в последние годы в самой Гагаузии, в Молдове об этом все больше говорят, об этой трагедии, это очень хороший знак для того, чтобы люди больше знали, больше понимали. Как вы подчеркнули, в Украине об этом еще во времена президентства Ющенко на государственном уровне уже отдавали дань погибшим. Причем, что ну, в трех голодоморах, это 1921-23, 32-33 и 46-47 год. Очень сильно Украина пострадала именно от голодомора 32-33 годов, миллионы жертв. В 46-47 годах тоже был голод, голодомор, и, как известно, да, он вот коснулся и Молдовы, Бессарабии, а предыдущего голодомора 32-33 не было, потому что данные территории находились в составе Румынского королевства. Собственно, и это и спасло, скажем, эти территории от страшного голода 32-33 годов. Как только Советы, скажем так, забрали эти территории, то они устроили на этой территории все прелести, в кавычках, которые они устраивали в Украине. Это и голодомор, это и депортации, это репрессии. То есть и голодомор вот буквально через год тоже был устроен в Бессарабии, 46-47 год. И то, что, скажем, украинское посольство организовало данное мероприятие, конечно, здесь это очень символично и это очень правильно, потому что, собственно, данное, скажем так, ну, массовое преступление, оно имело один характер. И за этим стоял тоталитарный сталинский режим. Сенс его было в том, чтобы загнать всех людей в колхозы, и в некоторой степени ну, сломать хребет, можно сказать, даже вот нации. Украинской нации, когда это происходило на Бессарабии, то, естественно, тут уже очень сильно пострадали гагаузы. Мы знаем, что есть села, где погибли от 50 до 60% населения. Причем как в самой Гагаузии, вот, например, так и есть гагаузские села на украинской стороне, где тоже котловина современная, там погибло до 60% на то время населения. Гагаузы очень сильно пострадали от этого, и, собственно, таким образом советский режим ломал ну, хребет нации и лепил из людей то, что они хотели слепить. Загнать всех в колхозы, сделать послушными. И то, что сегодня особенно распространено вот в Гагаузии, когда говорят о причинах голодомора, именно правильно голодомором это называть, когда говорят, что это было последствие Второй мировой войны, были сложные времена, была засуха, как об этом говорят. Даже если это имело место быть, то причина в том, что люди бы не погибли, потому что даже при малой урожайности у них достаточно было хлеба. Просто пришли и забрали все у людей. Вот в чем была главная причина. И при этом зерно на станциях, железнодорожных станциях просто гнило в вагонах, но главное, что у людей просто пришли и все позабирали. И, конечно же, об этом нужно сегодня рассказывать, чтобы гагаузы об этом знали истинные причины голодомора, потому что ну, оправиться от этого им на самом деле очень сложно.
потому что, ну, в некоторой степени вот эта просоветскость, наверное, да, то есть она в том числе закладывалась вот и тогда, когда при помощи Голодомора фактически уничтожали людей и переплавляли их потом в советского человека. И вот эти вещи, к сожалению, они до сих пор сидят в головах у людей. Ну, так и переплавили, Кстати, получается, нет, Иван? Получается. ну, если большинство до сих пор, скажем так, ностальгирует по тем временам, хотя уже вот, да, более 30 лет живут в независимой Молдове, и есть и автономия, которой 30 лет, но при этом есть определенная ностальгия. Я не говорю, что у всех, но у солидного большинства есть такая ностальгия по советскому прошлому, и в том числе тут и вот эта такая пророссийскость, несмотря на то, что Россия ведет просто войну на уничтожение в Украине. Я думаю, что вот причины это в том числе кроются вот в тех временах. В тех временах. Кстати, Михаил, в Украине пошли дальше, не только, скажем, отдают, ну, дань погибшим. У нас есть, скажем так, закрытые криминальные дела, и есть судебные решения, которым признаны преступления и Сталина, и Кагановича, и ряд других людей, которые организовывали данное преступление против людей. А как это Я это работает, понимаю. Иван, технически, как это работает, уголовные дела против Ну, Сталина? насколько мне известно, еще, ну, понятно, что этих людей нету, и, ну, наказать их нельзя, но при этом, чтобы была определенная, ну, сатисфакция о том, чтобы было юридически, насколько я знаю, у нас много лет назад этим занималась служба безопасности Украины в том числе. То есть доказательной базой служили архивные данные определенные, где зафиксированы смерти. И там в судебном порядке просто выяснялась причинно-следственная связь. То есть почему произошел этот голодомор и кто стоял за ним. То есть есть определенные же тоже архивные, скажем там, нормативы, по которым отдавались приказы забирать у людей хлеб. Ну вот, собственно, вот таким вот образом я знаю, что там и руководство советское на то время было, скажем так, вот в судебном порядке осуждено в Украине. Ну, я это рассказываю к тому, что, возможно, Молдова тоже постепенно будет идти вот, ну, таким способом. Ну, тут, прежде всего, конечно, главное об этом сейчас рассказывать людям. Причем рассказывать, показывать документы. Есть же архивы, где доказывают, что у людей отбирали это зерно, сколько отбирали, кто давал соответствующие приказы и так далее. А, почему Авдарма? Давайте вот пару слов об этом, если можно. Ну, мы знаем, что есть меценаты в этом селе. Мы знаем Игната Козмылы, который очень много лет работает в архивах. Соответственно, в том числе и данной тематикой. В Авдарме построен музей истории села, ряд других объектов, в том числе, кстати, и мемориал погибшим во время Голодомора. То есть там, ну, скажем так, создана инфраструктура, где можно проводить соответствующие мероприятия, отдавать дань погибшим. То есть это все там есть. И плюс они сами расследовали на уровне села, установили всех погибших во время Голодомора поименно. Это все есть у них в книге, в архивах. То есть, скажем так, есть и экономическая, инфраструктурная составляющая, есть и историческая составляющая. Соответственно, вот поэтому и проводилось это в Авдарме. Ну и насколько известно, то Авдарма тоже одно из сел, которое так серьезно пострадало во время Голодомора. Можно сказать, что они в данной тематике где-то находятся вот впереди всех. Поэтому очень символично, что там прошло данное мероприятие, об этом говорили во время проведения этого мероприятия представители украинского посольства. То есть все прошло на таком высоком уровне. Но это проходило, по-моему, прямо непосредственно перед Днем памяти жертв Голодомора в Украине, потому что буквально на следующий день,
По-моему, в Украине Да. прошли официальные мероприятия. А, У нас каждую субботу ноября месяца, каждый мгм. год, последнюю, извините, субботу ноября в Украине отдается дань погибшим, то есть вот, всем трем голодоморам. Насколько мне известно, в Гагаузии тоже есть такой день, причем 19 много октября, месторождений. да, есть такой день, 19 октября, установлен Ну, Народным собранием. Но, к сожалению, Народное собрание его как-то не очень чтит, но это уже другой вопрос. хорошо, что А, данный день принят, кстати, но без обозначения годов, да, насколько мне известно, тоже так. ну, там, да, там были большие дискуссии, большие Да. дебаты. Я помню этот процесс. В смысле, не судебный процесс, да, а сам процесс, саму инициативу, которая была выдвинута 3 или 4 депутатами, я уже не помню, да, Екатерина Жекова, Лена Карамид, а, там, которые, от которых в том числе исходила эта инициатива, прежде всего от них. И я помню эти дискуссии в Народном собрании, фактически попытка линчевать авторов этой идеи. Я даже помню в день, когда голосовали за утверждение этой даты, а, встали все депутаты и пытались пристыдить авторов этой инициативы. Даже встали те, кто за 4 года вообще ни рост, ни слова не сказал. Понимаете? Ну, это просто... Это что должно было этих людей так триггернуть, чтобы они встали и выступили против этого всего? М. Да, и поэтому, да, якобы, что... И я помню, что даже научный центр участвовал в опровержении этого всего, да, и прибегнул даже к фейкам историческим, да, что вот Мгм. якобы в румынское время был голодомор, тоже какой-то, да, но не смогли дать никаких данных, просто сослались на какую-то агитку большевистскую в зарубежной прессе. Но да, тогда, ну, якобы такой компромиссный вариант нашли, давайте утвердим якобы, значит, дату памяти жертв всех голодов, без указания конкретной даты. М. Но какие еще все, не совсем понятно. Ну, надеюсь, что и в Гагаузии это тоже станет днем и датой, когда будут отмечать и не будут стесняться этого всего. Но приходится только надеяться пока. Учитывая то, что Гагаузия захвачена Шором и Кремлем фактически, пока ждать не приходится, к сожалению. Давайте еще последний вопрос, может быть. Вот это вот 2 даты, это просто как бы совпало так? Или в чем как бы символизм, или в чем намек, если так можно сказать? Да? То есть как будто объединение вот этих вот 2 дат, память жертв Молдавского голодомора и Украинского голодомора, да? То есть как бы, или это просто так решили в этом году сделать? Если вы можете вот это вот раскрыть. Или это пытаются сделать какой-то традицией уже и в будущем? Ну, если брать Гагаузию, там 19 октября в Украине, скажем, где-то через месяц, да, я думаю, что тут есть, ну, такое просто определенное, скажем, совпадение. Мгм. Но тут самое важно, чтобы, ну, вот как в этот раз, что действительно, когда вот мы говорим об этом Голодоморе, Мгм. то за ним стоял тоталитарный то есть сталинский режим. И то, что и в Украине, и в Молдове это происходило, ну, в данном случае в 46-47 годах, то, ну, естественно, скажем, это даже, ну, природно, что ли, вот совместно отдавать определенную дань погибшим людям, потому что погибали, скажем, ну, в Бессарабии и в Молдове, и в Одесской области, Измаильской сначала на то время области люди, и пострадали и молдавские села, и болгарские села. Для Голодомора не было национальностей, потому что уничтожали всех. И, ну, то, что Гагаузия проходит определенную свою эволюцию, я вам скажу, что в Украине тоже нелегко вот проходила данная тематика. В Украине, вот я работаю еще в газете «День», мы об этом очень много писали, еще до того, как начали об этом говорить на государственном уровне во времена Ющенко. В газете «День» очень много об этом писали, и, кстати, у нас даже публиковался такой автор, как Джеймс Мейс, это человек исследовал трагедию Голодомора и приехал из Америки
для того, чтобы глубже, ну, скажем так, познакомиться с этой трагедией. И именно он, в том числе, открыл всему миру трагедию Голодомора 32-33 годах. То есть, ну, в Украине об этом очень долго говорили, было определенное сопротивление, но, естественно, ну, даже можно сказать, в последние десятилетия, то есть на государственном уровне, каждый год это все отдается, ну, скажем, такая вот дань погибшим. Я думаю, что постепенно к этому будет идти и Молдова, и Гагаузия в том числе. Хорошо, что появился такой день в Гагаузии, пусть и с определенными дебатами, но о правде нужно говорить. И вы вспоминали, вот как, скажем, утверждался этот день, насколько я помню, основным аргументом против это, а что скажут в России? То есть, ну, как бы, какие у нас будут впоследствии отношения. Хотя я думаю, что многие даже из тех людей, которые тогда об этом говорили, наверняка их родственники тоже пострадали. Ну, естественно, как по-другому? И, Тут даже быть, тут и даже тут вопросов быть не может, да. Да. Тут же даже, ну, не столько в том, чтобы кого-то заклеймить, а нужно просто сказать правду о том, что люди погибали самой страшной смертью. Кстати, Михаил, вот сейчас многие люди, которые военные, украинские, которые возвращаются с российского плена, многие из них, кстати, тоже их морят там голодом. Голодом. Одна из форм И пыток, потому что да. Одна из форм одна из пыток. форм пыток, и есть и погибшие, которые погибают буквально от голода в застенках. То есть, к сожалению, нынешний российский режим унаследовал все эти методы от советского, от сталинского режима. И почему об этом нельзя говорить? Об этом надо говорить. И Безусловно. указывать на тех преступников, которые были тогда и которые существуют сегодня. Потому что, ну, это преступление. И от этих преступлений, если в данном случае говорить о гагаузах, как было подчеркнуто, они не могут до сих пор, скажем, ну, прийти в себя. Да, в Республике Нужно- Молдова, да, в Республике Молдова День памяти жертв голода отмечается в апреле, потому что в апреле был пик Мгм. погибших от голода в Бессарабии, поэтому парламент утвердил именно апрель как месяц, где отмечается дата памяти жертв голода. В Гагаузии отмечается 19 октября, потому что из Гагаузии первое письмо в Кишинев о том, что здесь начинается начался массовый голод, и люди умирают массово от голода. Первая весточка пошла 19 октября. Иван, я благодарю вас за то, что присоединились к нам, за то, что нашли время. Да, это важная дата, это важное событие, об нем нужно говорить. И, безусловно, спасибо Украине за то, что она защищает нас от очередных трагедий, которые могут произойти здесь с приходом русских, не дай бог. И слава Украине, конечно. Героям слава, благодарю, Михаил. Спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим выпуском, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.